Друзья, добрый вечер. Меня слышно? Прошу дать сигнал. Если меня слышно, прошу написать коммент, что все нормально, потому что нахожусь за городом, возможно, из-за слабого интернета могут быть технические неполадки, поэтому давайте проверим. Так, слышно, плюс, слышно. Все, Рахмет. Сейчас ждем подключения нашего гостя Табигата Каутай. Для тех, кто не знает этого человека, давайте немножко расскажу в двух словах. Табигат Каутай, в первую очередь, является моим хорошим знакомым. Мы с ним знакомы более уже 5 лет. Он раньше жил в Астане, вот недавно переехал в Алмату. В настоящий момент он является экспертом по психологии. Ранее он был бизнес-аналитиком, работал на Западе, в Западном Казахстане, в нефтяных компаниях, занимал топовые позиции как бизнес-аналитик. В последние годы он позиционирует себя как психолог, именно по мышлению. Таке будет одним из наших спикеров предстоящего интенсива. Я постарался собрать именно таких топовых экспертов. В их числе есть и Таке. Вот сегодня мы хотим с ним разобрать тему касательно выхода из кризисной ситуации. Кризис – это вообще понятие очень обобщенное. Под кризис попадают такие моменты, как эмоциональное выгорание, как проблемы в семейных взаимоотношениях, как денежные блоки и так далее. И мы постараемся сегодня найти ответ на вопрос, как современному человеку выходить из личностного кризиса. Так, я вот сейчас пригласил. Таке, ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай? Слышно меня? Таке? Вас слышно, но плохо слышно. Эхо есть. Друзья, Табигат ағаны слышно? Хорошо слышно? Плохо слышно. Таке. Может, вы наушники переподключите или без наушников как-то? Потому что в наушниках, по-моему, эхо какое-то слышится. И плюс зависло Таке. Алло. Вот теперь А, супер. вот теперь. Да, Вот теперь. Салам алейкум, Таке. Валейкум ассалам, қалайсың? Жақсы шүкір, аман есен. Таке, қош келдіңіз. Рахмет. Я до вашего подключения начал вас знакомить со своей аудиторией. Вас познакомил как психолога именно по мышлению. И сегодня я предлагаю разобрать очень такой наболевший вопрос касательно того, как выйти из кризиса, из личностного кризиса. Потому что кризис – это вообще обобщенное такое выражение. И в наши дни, к сожалению, очень много людей, испытывая какие-то банкротства в материальном плане, в духовном плане, либо испытывая переизбыток материального, опять-таки, какого-то богатства, либо переусердие, да, на работе, они испытывают некий кризис. И тем самым
подвержены некому выгоранию. Вот сейчас никому не Мгм. секрет, что слово выгорание обрело такое трендовое значение. К сожалению, Мгм. многие люди обращаются к психологам, которые берут корни из не совсем правильных вещей, как там те же кармы, там чакры и так далее, да, которые не совсем по ценностям подходят. Вот давайте вот эту тему разберем, как путем правильного Мгм. мышления ходить из этой Хорошо. кризисной ситуации современному продуктивному человеку. Хорошо. Ну, во-первых, всем салам алейкум. Ну, насчет кризиса и вот это слово перегорание, ну, слово перегорание не просто так используется, потому что это говорит о том, что человек сгорел. То есть сгорел в плане, он слишком много энергии через себя пропустил, скажем так. Вот, это все равно, что бывает лампочка, да, допустим, через нее слишком много энергии, ну, тока, допустим, электричества пропустить, она лопается. То же самое с человеком происходит. И вот здесь вот надо спросить, какую именно энергию он через себя слишком много пропустил. Ведь у человека есть все-таки какие-то определенные ограничения, он же все-таки не всесильный, у него по интеллекту есть ограничения, по, допустим, времени есть ограничения, по пространству, по обязательствам есть ограничения. И вот здесь вот перегорание происходит тогда, когда человек как система на себя взял слишком много. То есть когда он пытается закрыть, скажем так, потребности слишком большого круга объектов или субъектов, как это можно назвать. Ну, например, когда он начинает играть, скажем так, роль Бога и пытается всем всех обеспечить. Ну, это, например, у мужчин часто встречающаяся вещь, когда он пытается, ну, да, кормить семью, там, трудиться и обеспечивать семью, это, конечно, похвальная вещь, но даже здесь человек может как бы надорваться. Он может нечаянно подумать то, что он есть тот центр, от которого кормится вся его семья. И вот эта вот мысль, то, что я за все отвечаю, она человека в конце все-таки доконает. Почему? Потому что будут моменты, которые от него не зависят, и он будет перегорать и снова искать, скажем так, виноватого, кто виноват в том, что чего-то в нашей семье нету. Например, ну, по своей, скажем так, консультативной практике скажу, бывает, допустим, лудоманы. Лудоманы имеется в виду, ну, игроманы, скажем так. Парни, которые ставки ставят, да? И я, конечно, такое исследование делал, и я не знаю, делали ли психологи такие исследования, но вот молодые парни, которые слишком много играют в азартные игры и не могут остановиться, у них в основном идут проблемы с отцом. Почему? Потому что отец какое-то время ему с детства вдалбливал своему сыну то, что он есть тот, кто его сделал человеком, и без его денег он никто. Что-то в этом роде. И он начинает своего сына, скажем так, присваивать себе и начинает его втискивать в какие-то рамки, чтобы он соответствовал отцовскому какому-то требованию. И сын от этого стресса большого пытается забыться, и все, что у него есть, это деньги отца. И он в отместку, скажем так, отцу начинает эти все деньги налево-направо и в основном тратить на очень, скажем так, азартные вещи. Почему? Потому что вот этот вот азарт, он дает очень большое количество всплеск эндорфинов и вот это вот, как вам сказать, наслаждение дает. Временно, но все равно очень большое количество наслаждения дает. И это не один раз было, это много раз было, когда игроман, у него проблема с отцом, а отец в свое время с молодости считал то, что он есть Бог в этой семье, скажем так. И происходит обратное, Бог ему показывает, что он не есть Бог, он просто человек. И то, что вот эти средства, которые он ему дал, просто дал как бы на время. Вот. Или, ну, допустим, тоже пример, когда женщина пытается контролировать своего мужа, она считает то, что она как бы может его в руках держать, скажем так. Ну, бывает такое, что она пытается из него сына сделать, а он в ней ищет мать, что-то в этом роде. И в итоге получается так, что женщина перегорает, а мужчина идет изменяет. Почему? Потому что тот, который слишком сильно зациклен на контроле, тот в итоге этот контроль потеряет. И он идет изменяет. Это я не хочу сказать то, что
отец в первом случае был виноват из-за того, что ребенок играл, или же жена виновата из-за того, что как бы муж изменил. Но здесь хочу такую вещь сказать, что есть определенная закономерность. Когда человек играет в роль Бога, рано или поздно Вселенная ему, скажем так, его место покажет. И, конечно же, его место является на самом деле созданием Богом быть, но не самим Богом. Когда он играет в Создателя, забыв, что он создание, он очень сильно перегорает. Это очень частое явление. Вот. Ну, множество можно привести примеров. Тот же осуждение, допустим. В контексте двух приведенных примеров, вот этому парнишке и женщине, да, которая старается контролировать своего мужа, можно выйти из этой ситуации? Насчет решения, это решение следующим образом. Человек должен задаться вопросом, кто он есть на самом деле. То есть человек должен, скажем так, своим истокам вернуться. И он должен жить не так, как его программировали, не так, как обстоятельства диктуют. Он должен осознанно жить. Он должен понимать, кто он есть на самом деле. Он Бог или Создатель, или там, не знаю, создание. Он должен это понимать. Но осознанность приходит через критическое мышление. Когда человек начинает оспаривать свое собственное мышление, когда он начинает не чужое мышление оспаривать, не там, ни там, жены, ни мужа мышление, а и собственное мышление оспаривает. Потому что в психологии есть две причины, по которым бывают проблемы. Это первая проблема, у него не реализовался путь потенциала, он его мучит как человека. Это как цветок, который не раскрылся. И второе, когда человек сам себе слишком много врет. Вот. И у психолога, допустим, как специалиста стоит задача такая, чтобы научить человека саморазоблачаться, чтобы человек сам себя мог разоблачить в том или ином моменте, где он сам себя обманул, сам себе что-то внушил, сказал, вот это моя мечта, пошел за ней, и где-то по дороге потерялся. Почему? Потому что это не его мечта была. Это просто когда-то ему родители внушили. И он бегал лет 10, и лет 10-15 на это сильно потерял. Да, быть может, он чего-то добьется по дороге, но практика показывает, будучи даже состоятельным, богатым, не знаю, там, успешным, человек не находит умиротворения. Почему? Потому что он работал на чужую мечту, но он об этом не знает. Многие люди ошибочно, как показатель правильной жизни, берут именно присутствие наслаждений. То есть если мне комфортно, то я на правильном пути. Многие так думают. Если мне некомфортно, многие думают, что не на правильном пути. Комфорт, к сожалению, в наше время стало неким мерилом, которое сбивает человека с правильного пути. Если человеку где-то не нравится, что-то неприятно, он считает то, что он ошибся. Или наоборот, когда ему комфортно, он думает, то, что правильно. Но хотя на самом деле, особенно в случае мужчин, комфорт мужчин портит. Это известная, с древних времен известная вещь. И недаром воинов специально всегда обучали и взращивали очень таких жестких условиях, чтобы не было комфорта. Только тогда мужчина раскрывается. Но, к сожалению, многие мужчины думают, то, что жить в комфорте, это значит на правильном пути. И от этого его мужское начало очень сильно засыпает, скажем так. И он теряет всю свою мужественность, вот эту вот волевую характеристики теряет, и лидерские качества теряются. Вот. Через какое-то время он, конечно, проснется, но проснется уже потеряв большое количество своей молодости. Он проснется обычно тогда, когда какой-то вчерашний щегол, скажем так, более младший кто-то, его уже давно перерос, и уже с ним не считается. И вот это вот сильный удар, когда человек понимает, что люди помладше него более успешны, и тогда он только просыпается, но это уже как бы поздно становится во многих случаях. Конечно, никогда не поздно обратно все это попытаться наверстать, но все же, что пропущено, то пропущено. Вытекает, вот смотрите, такой вопрос. Одно из моих любимых изречений, вот успешного человека от неуспешного отличает умение брать ответственность на себя. Вот исходя вот из такой трактовки, все-таки где эта тонкая грань быть рабом Всевышнего и брать ответственность на себя? То есть где эта тонкая грань? Тонкая грань состоит в следующем. У человека есть определенный, скажем так, диапазон выбора, который он делает за всю свою жизнь. И мы, допустим, если так вот абстрактно посмотреть, вот, допустим, есть два компьютера,
Есть компьютер маленький, допустим, слабый, допустим, да, есть компьютер безгранично, допустим, сильный. И если надо будет какие-то там операции делать, конечно же, мы будем задаваться вопросом, на каком компьютере лучше работать. И ответ очевиден, лучше работать на самом продвинутом компьютере, нежели на слабом. Потому что слабый компьютер, даже если у нас как бы, идея наша очень блистательная, реализация этой идеи будет не такая же, скажем так, успешная на слабом компьютере. И, следовательно, самая лучшая стратегия будет это отказаться от слабого компьютера в пользу сильного компьютера. Что-то в этом роде. У Бога есть абсолютная власть и абсолютный выбор. У нас есть ограниченная власть, ограниченный выбор, но все же выбор есть. И, следовательно, если спросить, кому лучше выбирать, Богу выбирать, как мне жить, или мне выбирать, ответ очевиден. Лучше Богу выбирать, чем мне. Потому что мне с моими ограниченными характеристиками все-таки, даже если я выберу самый лучший выбор, он никак не сравнится с выбором Бога. И, следовательно, для человека на самом деле самый лучший выбор, который человек может сделать за всю свою жизнь, это на самом деле отказаться от выбора. То есть передать Богу. Ну, если уповать на Бога, если можно так сказать. Некий такой тавикель сделать. И к этому человек не сразу приходит. Человек часто думает, я хочу жить так, как я считаю нужным. Но он раз за разом много чего портит в своей жизни. И тогда в моменты бессилия, когда все разрушено или что-то потеряно, или ему просто плохо, он начинает уповать на Бога. Он начинает признавать, что он испортил свою жизнь, и начинает просить у Бога помощи. И это и есть первый проблеск, тогда, когда человек начинает подсознательно смещать свой выбор в пользу Создателя. Он начинает неосознанно вначале говорить, лучше бы я этого не выбирал, лучше бы Бог за меня выбрал, что-то в этом роде. Но вначале, конечно, это не осознает, но когда это раз за разом повторяется, человек начинает понимать, что кроме Бога никто лучше не справится. И вот ответственность, которую несет человек, самая лучшая ответственность, которую человек может осуществить за свою жизнь, это понять то, что тот выбор, который ему дали, лучше вернуть обратно, нежели оставить у себя и этим выбором много чего испортить. Конечно, это очень тяжело понять, но в практической плоскости, например, если пример привести, чтобы более ясно было, допустим, отношения родителей и ребенка. Бывает такое, когда родитель пытается контролировать каждое движение ребенка и лепить из него некого такого образца успеха, чтобы всем показывать, вот мой ребенок успешен. Но таким образом бывает такое, что природа ребенка бывает не учтена, даже если его проводили через самых лучших психологов. Почему? Потому что все-таки родители, когда очень сильно хотят, они свое субъективное выдают за объективное и пытаются навязать ребенка свои несбывшиеся мечты. И получается так, что ребенок, даже если в него очень много вкладывали, получается он такой некий обрезанный, скажем так, птица с обрезанными какими-то крыльями. Он вначале это не поймет, конечно, ребенок, он же все-таки пластичный, но с годами примерно, из практики, если смотреть, к 30-35 годам, как раз к возрасту, среднему, кризис среднего возраста, он понимает, что он жил не своими мечтами, а мечтами родителей. У меня есть знакомый, допустим, один парень, я не знал, его годами знаю, но я не знал, что он очень прекрасно играет на пианино. И один раз мы были вдвоем, всего лишь в одном актовом зале, он сел и хорошо сыграл. Я у него говорю, Баке, а что ты не говоришь, что ты хорошо играешь? Он говорит, меня мама заставляла играть постоянно пианино, потому что она какую-то музыкальную обсерваторию, консерваторию какую-то не поступила, и за это меня постоянно заставляла играть на пианино. Я классно играю на пианино, говорит, но я пианино ненавижу. То есть вот так вот. И парень, скажем так, какую-то часть своей жизни он потерял. Вот. И это вроде бы забота, но это как задушить своего ребенка в объятиях, некая такая медвежья услуга, гиперзабота слишком такая. И получается так, что ребенок не реализовался, а наоборот был сломлен в какой-то степени. Вот. Поэтому вот такой вот пример бывает. Бывает другой пример, например, когда некий учитель или преподаватель навязывает свое видение своему ученику, лишая его критического мышления, то есть не дает ему оспорить его же умозаключения. И из-за этого, кстати, получаются некие такие структуры наподобие сект, когда есть один авторитет абсолютный, которого невозможно оспорить.
Вот. Спорить имеется в виду не оклеветать, а имеется в виду действительно логически и критически подойти к его вопросам. Например, были такие моменты даже в истории человечества. Вот есть имам Азам, допустим, Абу Ханифа, он большой имам ханифатского как бы, масхаба, и были моменты, когда у него ученик был, Юсуф его звали, и он его в многих вещах, не то что многих, не в многих, извиняюсь, я не хочу так выразиться, но в некоторых вещах он его переосмыслил, его фетвы, и переспрашивал, будучи очень даже молодым парнем. И тогда Абу Ханифа, будучи даже большим очень ученым, он принял точку зрения своего ученика и свои фетвы даже менял. Но это не каждый может, это очень как бы, тяжелая вещь для эго состоявшегося Здесь лидера. навязывается вопрос касательно Мгм. той же грани, да, как не попасть в эту ловушку гиперопеки с учетом того, что сейчас мы живем в информационном Мгм. пространстве, когда эра смартфонов, и мы не хотим, чтобы наши дети смотрели, что Мгм. попало, хотим направить их по определенным Мгм. моментам. Да, вот у меня дочка растет, и я сейчас уже задумываюсь, куда Мгм. ее отдать на гимнастику, либо там на танцы. Да. Вот как не попасть в эту Ну, ловушку? здесь решение, конечно, будет в намерении первое и в действии. В намерении имеется в виду, глядя на своего ребенка, я должен задаваться вопросом, кого я вижу. Я вижу своего ребенка или же создание Бога. Если своего ребенка будет, то я буду, конечно же, лепить по своему подобию, скажем так. А если создание Бога, то я буду понимать, что я не имею права создание Бога калечить. Это по классу намерения. А теперь насчет действий. Есть вещи, конечно, явно чистые, есть сомнительно чистые, есть явно, скажем так, нечистые вещи. В плане явно нечистых вещей, какие-то аморальные вещи, да, допустим, контент для взрослых людей, что-то в этом роде, таких вещах, конечно, сомнений нет, это надо пресекать полностью. Чисто как бы без сомнения чистых вещах, да, допустим, какие-то мультфильмы или какой-то контент информационный, здесь надо стараться, конечно, ребенку прививать то, что заставляет его, ну не то, что заставляет, подталкивает его развиваться всесторонне. И здесь надо учесть, как бы сказать, я, например, заметил такую вещь. Вот есть советские мультфильмы, да, допустим, ну, старые, скажем так, мультфильмы, да, Мгм. и в какой-то степени я пытаюсь иногда показывать своим... Ну, раньше было чаще, сейчас уже позже, меньше. Сейчас уже пытаюсь как бы показывать именно советские мультфильмы. Почему? Здесь есть одно объяснение. В советских мультфильмах, во-первых, контент чистый. Во-вторых, там персонажи разговаривают как дети. Если посмотреть взрослые, вот, современные мультфильмы, там персонажи разговаривают как взрослый человек. И это неправильно. Это второй момент. И третий момент, например, советские мультфильмы, они, там кадры меняются медленно, а современные мультфильмы, они из-за клипа вот это вот, как бы, там быстро меняются сюжеты. И оказывается, если сюжет быстро меняется в каком-либо фильме или же мультфильме, ребенок после этого перестает быть усидчивым. Он Мгм. постоянно хочет, чтобы реальность быстро менялась в его глазах. А реальная картина мира не быстро меняется, она медленно меняется. И поэтому он хочет от реальности, будет пытаться уйти в компьютерные игры, в что-то такое динамичное, скажем так. И вот это вот плохо. И он будет пытаться жить в виртуальном мире, что ли, в этом роде. Вот поэтому желательно, конечно, отбирать контент и стараться уже смотреть то, что временем в какой-то степени было проверено. Но, к сожалению, даже советские мультфильмы, конечно, не всегда сказать, что прям все там классно. И контент, если честно сказать, в нашем пространстве очень, ну, мало качественного контента. Недавно я от одной девушки услышал, она предложила такую вещь. Она говорит, у меня сын играет постоянно, стрелялки, бродилки, всяких компьютерных игр. Я нам такой интересный проект предложила, но, конечно, я за него не смог взяться, потому что ввиду загруженности. Но я не знаю, если кто-нибудь возьмется за него, было бы, конечно, хорошо. Вот взять, допустим, компьютерные игры, проходить их и озвучивать в казахской версии. По-любому ваш Мгм. ребенок будет смотреть эти же видео на ютубе. Будет смотреть, как, допустим, тот или иной персонаж в той или иной игре проходит всю игру. И Мгм. было бы хорошо, если бы эти же игры, допустим, проходил бы более старший человек с хорошим казахским.
и, проходя игру, комментировал, как он проходил игру. И, конечно же, фильтровал бы, допустим, ну, набор слов, допустим, да, в некоторых местах этой игры, допустим, советовал бы, там, не знаю, мудрые вещи, допустим, да. И это просто надо заливать в YouTube, и молодежь, которая это смотрит, она будет ту же игру играть, по-любому она будет играть эту игру, но уже с другим, под другим углом, скажем так. Не знаю, такие проекты есть или нет в Казахстане, но было бы классно что-то такое делать. Понял. Вот. Такие, перед тем, как перейти к заключительному вопросу, хотел вот сделать анонс для участников нашего эфира, что 2 декабря состоится интенсив с участием Табирата Хаутай. И не только, мы на этот интенсив пригласили также Асхата Абжанова, Наталью Морскую. Мы будем затрагивать 3 темы. Это духовное развитие, где будет спикером Таке. Это баланс между семьей и личной жизнью, где спикером будет выступать Асхат Абжанов. И это ресурсное состояние, как избавиться от состояния усталости и всегда быть в энергии. Можете перейти в шапке моего профиля по ссылке и оставить заявку на регистрацию. Пока есть места по скидке, скидка действует буквально несколько дней, вы пока успеваете. И таки хотел еще один вопрос важно затронуть. Опять-таки это очень трендовая тема. Это вот денежные и финансовые блоки. Вот буквально 5 дней назад вы на своей страничке публиковали мысль о том, что я сейчас не могу процитировать, но в контексте, чем оптимизировать расходы, вы посоветовали увеличить доходы, ссылаясь на щедрость Всевышнего, да, вот что-то. Можете немножко раскрыть эту тему? Ну, вообще, здесь есть такая небольшая предыстория, я тоже расскажу. Дело в том, что на последнем своем прямом эфире я поделился своей деятельностью и некий такой обзор сделал. Вообще есть 3 вида людей, скажем, 3 состояния. Первое состояние – это раненый человек, у которого есть болячка определенная. Такому человеку нужно лечение. Как только он вылечился, он начинает учиться ходить. Такому человеку нужен, скажем так, тренер, который будет показывать ему, как ходить. Это второе состояние. И третье состояние – это когда уже человек умеет ходить, но уже хочет ставить рекорды. Здесь уже нужен определенный, скажем так, коуч, что ли. Вот. И вот здесь вот в моей практике, скажем, консультационной, я работал с 2 первыми этапами. Когда человек приходит раненый, скажем так, какими-то проблемами, мы это работаем, отрабатываем. И второй момент – это когда человек начинает самостоятельно становиться на ноги, когда он уже некая такая свободная личность становится. И последний раз я сказал такую вещь, что я со 2 перехожу на 3 уровень. Ну, то есть не то, что уровень, а на 3 область, когда уже надо ставить рекорды. И вот здесь вот мой последний пост про касательно денег, это был некий такой тест, что ли, в своей аудитории. Почему? Потому что иногда бывает... Вот смотрите, если, допустим, я начинал с первых 2 аудиторий, когда у людей есть проблемы и когда они только хотят ходить, если такому человеку сказать про рекорды, он может упасть в уныние, потому что он еще не разобрался с тараканами. И вдруг ему здесь говорят, давай мы станем вместе миллионерами, да, что-то в этом роде. Этому человеку это не по адресу вопрос будет. Поэтому я решил в какой-то степени небольшой только пост написать про то, что все-таки лучше не сокращать расходы, а увеличивать доходы. Но этот пост поймут те, кто хочет поставить рекорды, а не те, которые работают еще до сих пор своими тараканами или только-только учатся ходить. Поэтому я смотрел на комментарии, там были разные комментарии. Некоторые комментарии приняли этот пост, некоторые комментарии начали не то чтобы спорить, но они начали задаваться вопросом, а где грань, где надо экономить, где жадность, экономия, насколько это разные вещи, или начали задаваться вопросом, что такое расточительство, может быть, так получится, что пытаясь разбогатеть, ты наоборот станешь расточительным, что-то в этом роде. В общем, у каждого разная реакция была. И касательно теперь поста, самого поста, на самом деле в Коране в 9 местах цитируется 2 слова бок о бок.
Это Аллах Та'аля говорит, читайте намаз и давайте закет. И некоторые ученые делают такой вывод. Раз намаз и закет в одном месте цитируются, а поскольку намаз является обязательным частью религии, да, то и закет становится тоже обязательным. Как человеку надо пятикратно читать, точно так же и надо работать над своими финансами так, чтобы дойти до уровня, когда он может давать закет. Конечно, не все это поймут, не все это примут, и не всем стоит становиться прямо уж миллионерами, но если у человека есть определенные амбиции и есть определенный потенциал, то ему стоит углубиться в финансовой части. Почему? Потому что все-таки садака давать хорошо, но закет давать еще может быть и лучше для некоторых людей. Почему? Потому что садака – это про что-то индивидуальное, а закет – это уже социальный рычаг. Закет, он омолаживает, скажем так, финансовую часть общества, и он дает возможность богатым людям понимать людей не совсем обеспеченных. И людям не совсем обеспеченным объяснить свое тяжелое положение людям богатым. Закет – это что-то такое, что не дает расслоиться, скажем так, обществу на бедных и богатых. И поэтому Аллах Та'аля, цитируя эти вещи, он призывает, чтобы люди задумались. Быть может, стоит работать над своими доходами, нежели постоянно работать над своими расходами. Потому что расходы, да, можно сокращать, но не бесконечно, потому что человеку все-таки надо чем-то питаться. А вот доходы и увеличение доходов, это можно делать постоянно и безостановочно. Поэтому я написал про этот пост. Но, конечно же, не все с этим согласятся, еще раз скажу. Не всем это и надо. Но кому надо ставить рекорды в какой-то степени, да, с такими людьми было бы интересно поработать. И было бы интересно раскрыть более глубоко, скажем так, финансовую сторону. И как вообще человек должен, верующий особенно человек, как он должен вообще раскрываться финансово. Потому что это непростая вещь. И часто в религиозных источниках, ну не то что источниках МРП, но в религиозных кругах крутится вот эта вот мысль, что деньги человека могут испортить, дуния может испортить мирское. Поэтому люди не всегда смелые стать богатыми. Чаще бывает, люди могут бояться быть богатыми. Вот. И потому что боятся, что потеряют из-за этого веру. Но хотя, если исторически посмотреть, было 10 человек, которые были при жизни, сказано, что они в рай попадут, Аширим и Башири. И больше половины этих людей, этих 10 людей, были богатыми людьми. Они были бизнесменами, они были предпринимателями своего времени, и среди них были очень даже сверхбогатые люди. Вот. И это о чем-то все-таки говорит. Вот. Ну, такие, опять, тема очень сложная. Не могли бы вы привести пример вот на опыте, возможно, одного из клиентов, обезличенный, может быть, для того, чтобы мы поняли именно вот как можно бить эти определенные действия? Насчет действий, здесь все происходит по одной причине. Если вот Аллах Та'аля говорит, я вас создал для поклонения, людей и джиннов. И если человек начинает зарабатывать не для поклонения, то дуния его испортит. Если он пытается заработать для того, чтобы углубиться в поклонении, то дуния ему поможет в этом плане. Вот это очень важный момент. Большинство людей не зарабатывают, чтобы углубиться в поклонение. Большинство людей зарабатывают, чтобы возвысить свое эго или кому-то что-то доказать, или получить какой-то статус, какую-то привилегию, какую-то медальку, скажем так. И, соответственно, они уходят. То есть они сходят с правильного пути. Правильный путь – это когда человек углубляется в своих поклонениях. Например, простой пример. Люди говорят, вот, мне денег нет, то все, что мне делать? И здесь вопрос. Есть очень много людей, которым если сейчас прям вот в эту же минуту дать деньги, они просто перестанут развиваться. Они просто расслабятся и больше ничего не будут делать. Соответственно, зачем тогда таким людям вообще давать деньги? Потому что эти деньги убьют его потенциал.
потенциал, если не убивается, даже если пришли деньги, человек не расслабляется, все равно двигается дальше, такому человеку можно деньги дать. И такому и деньги приходят. Но если человек расслабляется, то наоборот, деньги являются его смертью в какой-то степени. Вот. Поэтому, если Очень резюмировать, простой. поклонение должно увеличиваться с приходом денег. Тогда деньги будут приходить постоянно. Если поклонение притупляется, нет. Это уже пагубно. Понял. Теперь вот последний вопрос. Можете в двух словах рассказать, о чем вы будете рассказывать, какими инструментами будете делиться на нашем предстоящем онлайн-интенсиве? Стартует 2 декабря. Ну, как я и говорил, есть люди с болячками, есть люди, которые учатся ходить, и кто ставит рекорды. И большая часть, конечно, информации будет для тех, у кого есть блоки. Почему? Потому что сама тематика семинара, она больше про, ну, как бы для той аудитории, которая хотела бы в чем-то стартовать, скажем так. Но их что-то, скажем так, сдерживает. Вот, поэтому речь пойдет в основном про то, что человека может сдерживать, и не давать ему стартовать. Вот это первая вещь. Вторая вещь, будут, скажем так, определенные инструменты, которые позволят человеку научиться, скажем так, себя разоблачать, как я и говорил, чтобы задаваться определенными вопросами и понимать, что, ну, скажем так, самоотрезвлением, что ли, заниматься. Вот это вот вторая вещь. Ну и третье, будут, наверное, несколько установок, которые укоренились в человеке, которые он считает за правду, но на самом деле это является ложью. Вот такие вот 3 момента, если вкратце сказать. Понял. Все. Спасибо большое. Друзья, я напоминаю, что 2 декабря у нас состоится 4-дневный интенсив в онлайн-формате. Из любой точки Казахстана, из любой точки СНГ и мира вы можете подключиться к этому эфиру. Мы создадим специальную страничку мероприятия в Инстаграме, закрытый аккаунт, и дадим туда доступ всем участникам. Более того, этот эфир, тот эфир, который будет на интенсиве в течение 4 дней, будет сохранен в течение года. То есть у вас будет возможность, прекрасная возможность в течение года перекрутить пройденный материал и закрепить те инструменты, которые будут рассказывать наши спикеры. Стоимость мы поставили символическую для того, чтобы эта ценная информация максимально была донесена до всех. Вы можете перейти по ссылке на моем профиле и оставить свою заявку. Я вот сейчас прикрепил в комментах название сайта. Вы можете перейти по этому сайту и оставить заявку. Буквально несколько дней у нас будут сохраняться стоимость по скидке. Поэтому, друзья, напоминаю, 2 декабря, со 2 по 5 декабря, 4 дня, мы будем разбирать 4 важных тем. Помимо таке будет выступать Асхат Абжанов, Наталья Морская. Я буду делиться своим опытом. Так что, друзья, переходите быстрее по ссылке, которую я закрепил. Данный эфир мы сохраним. Таке вам большое спасибо, что уделили время. Я вот недавно тоже читал ваш пост, что у вас до конца года график полностью расписан. Большой рахмет, что уделили внимание. Аллах халаса, 2 декабря мы вновь увидимся. Аминь. Рахмет, Джеке. Благодарю за внимание и за приглашение на эфир. Спасибо. Приходите, обязательно участвуйте. Будет интересно. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.